Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие зрители, гости канала, тема сегодняшней отсыпочки звучит так. События ближайших дней на песке. Если тема вам интересна, пожалуйста, присоединяйтесь. Посмотрите на песочек и загадайте на себя. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на ваши вопросы и послать для вас только самую лучшую, самую важную и самую полезную информацию. Итак, какие же события ждут вас в ближайшие дни? Так, кого-то ждет поездка. Прям сразу вышел такой чемодан большой. У кого-то будет поездка. Кто-то собирается в поездку и переживает, как все пройдет, а кто-то неожиданно будет вынужден отправиться в какую-то поездку. Причем поездка, знаете, какая? Вот прям с чемоданом, да, куда-то далеко будете ехать. Либо, может быть, с детьми поедете, может быть, на какой-то продолжительный период, да, может быть, какая-то командировка длительная у вас организуется. В любом случае, вас ждет поездка. Поездка пройдет хорошо. Фу-фу-фу. Легко, и погода будет радовать, и сделать все свои дела, все свои обязанности. Легко уедете, легко приедете. То есть для вас это, вы знаете, как переживания могут быть за нее, да, как все пройдет, там, что, с чем столкнусь, кто меня там встретит, какие трудности могут возникнуть. Но на самом деле переживать не стоит. Как поедете, так и приедете. Все будет замечательно. Главное, что все будет успешно. Следующий момент, очень важный момент. Это какая-то, вот, знаете, беспокойство какое-то, да, какая-то рябь идет у вас на поверхности вашей жизни, ощущение беспокойства. Либо беспокоитесь за кого-то, либо беспокоитесь за свое будущее. Я скажу вам такую вещь, что да, ваше беспокойство, оно имеет под собой основу, но вам нужно не беспокоиться и переживать, ох, что будет, что же будет, а нужно подумать и придумать, как вам повлиять на ситуацию сегодняшнего дня. Что вы можете, лично вы, что вы можете сделать для себя, либо для других, как вы можете помочь, либо, может быть, принять какое-то решение, может быть, совершить какой-то акт, действие, да, чтобы вот ситуацию эту как можно быстрее вот привести в норму, да, чтобы не было каких-то неприятностей, недосказанностей, волнений и прочих приключений. Да? То есть подумайте об этом, потому что решение у вас где-то под ногами. То есть вы по этому решению ходите, но вы его пока не замечаете. Если вы предпримете какие-то действия, я вижу, что ситуация найдет свое развитие, и вам будет хорошо, и другим будет хорошо. То есть подумайте об этом. Если сейчас вдруг по какой-то причине вы себя почувствовали не очень, у вас какой-то страх перед завтрашним днем, и вот он касается здоровья. Вот прям страх, да, может быть, боитесь заболеть, да, либо боитесь, что станете там жертвой новомодного вируса. Это пустое. Может быть, вы насмотрелись телевизора, да, наслушались каких-то вот людей-паникеров. Я вам говорю, это пустое. Вам не стоит за это переживать. Не стоит. И вдруг вас к чему-то принуждают, тоже такой момент может быть, и вы переживаете, какие последствия, я вам скажу, это пустое. Переживания о своем здоровье, они идут необоснованные. Да, вы можете почувствовать себя не очень, может быть, там горло заболит, но сейчас такой сезон, понимаете, это нормально, ничего страшного. Главное себя не накручивать, потому что у вас и голова может разболеться вот от таких постоянных переживаний и мыслей. Вы ждете кого-то. Либо на кого-то надеетесь, либо кого-то ждете. Но люди как-то не торопятся идти, либо дело не делается. Торопить не стоит. Пусть все идет, как идет. Просто отпустите эту ситуацию. Эта ситуация, она не ко времени. Не ко времени. То есть, может быть, вы к чему-то не готовы. Может быть, эти люди не готовы. Может быть, в принципе, да, есть какой-то вот элемент, который потерялся, да, и поэтому пазл не складывается. Эта ситуация, она решится. Тех, кого ждете, приедут. Либо ситуацию эту, вот, знаете, раскрутите вы с кем-то вместе. Здесь очень важно выждать правильное время. И не нужно форсировать события. Ни в коем случае. Вам сейчас суета, спешка, какое-то вот такое активное, прям гипер какое-то активное действие противопоказано.
Занимайтесь в ближайшие дни мыслительным процессом. Думайте, стройте планы, придумывайте какие-то новые идеи. Вы знаете, у вас какое-то озарение будет. Какие-то придут хорошие такие, вот знаете, настроения. Какие-то, может быть, откроете в себе потребности. Может быть, даже что-то придумайте такое гениальное, просто гениальное. Уделяйте время себе, своим мыслям. Вам очень полезно хотя бы иногда просто посидеть и подумать о своем. Да, что вас там минут 5 никто не трогал. Расслабиться, подумать о своем. У вас вот... Знаете, как вокруг вас летает что-то, вот какая-то мысль, какая-то идея, причем очень такая мощная. А вы все, знаете, как видите ее след только, да, тень ее видите, и никак не можете за нее ухватиться. Я вас уверяю, вот кто-то придумает себе какую-то, может быть, даже работу, какое-то дело, найдет смысл в своей жизни, да, либо какой-то новый путь себе нарисует. Вот буквально, да, вот день через день это произойдет с вами. И очень важно, чтобы вы ухватились за эту идею, потому что эта идея идет вам подсказочка от Вселенной, от судьбы вам идет подсказочка. В семье-доме чайничек идет. Все хорошо в семье-доме. В семье-доме мир, порядок, уют, тишина, спокойствие, гармония. Это замечательно, прям тьфу-тьфу-тьфу. Единственное, что могут дети вести себя немножечко чудно, где-то задерживаться, где-то пропадать, может быть даже поведение какое-то, детское, да, вот там особенно подростки. Вы проявите понимание и поймите, что вы тоже были подростками, тоже были детьми, и шалили, и хотелось взрослой самостоятельной жизни. Понятно, что переживаете. Договоритесь, что будете там созваниваться, перезваниваться. Хотите, установите, вот есть такие программки, да, на телефон, когда можно отследить, где находится этот телефон, чтобы вам было спокойно и чтобы не было вот стрессовых ситуаций. Понимаете, они молодые, они развиваются, им нужно общение, им нужно гулять. Это лучше, если они будут где-то гулять, общаться, чем они будут сидеть там, например, весь вечер, всю ночь с гаджетом. Поверьте, это намного лучше. Поэтому здесь нужно искать компромисс. Для тех, кто у меня на расстоянии, вы знаете, тут может быть момент какого-то недопонимания. Не допустите этот момент. Знаете, как слово за слово кто-то кого-то неправильно понял. Как-то информация могла просто не зайти, да, не дойти до человека. Либо человек, вы имели в виду одну ситуацию, человек воспринял совершенно по-другому. Вы рискуете попасть в какую-то отчужденность. То есть человек может на вас обидеться, а вы потом будете думать, а что произошло? Во-первых, когда вы разговариваете, убеждайтесь, что человек вас правильно понял. Не стесняйтесь переспросить, не стесняйтесь уточнить, а понял ли ты меня? Понял ли ты, что я хотела тебе сказать? Это очень важно, потому что здесь прям такой какой-то риск вот недопонимания, вот как столб такой, видите, вырос между вами, недопонимание. Причем, смотрите, от ваших слов, видите, у вас тут звезды над головой, от ваших слов. А человек с вопросом в голове сидит и думает, а что она хотела сказать? И что мне теперь с этим всем делать? Поэтому, еще раз говорю, когда вы общаетесь, особенно вот с любимыми людьми, особенно на расстоянии, особенно если ваш любимый, например, иностранец, да, и говорит на другом языке, убедитесь, что он вас 100% понял правильно. То есть, что вы хотели сказать, то он и понял. Иначе рискуете попасть в какую-то такую, не очень ловкую ситуацию. Кстати, у кого-то может быть такой момент, что, например, муж уехал в командировку, либо работает на вахте. В разговоре что-то вы такое скажете, да, что его насторожит. И он сидеть там будет бедный, маяться, переживать и прям с ума сходить. Да? Не старайтесь, да, вот прям все разжевывать, но тем не менее старайтесь говорить понятно, четко, адекватно. То есть здесь какой-то период такой, да, вот именно восприятие человека будет немножечко искажено. Если вы договаривались с кем-то о встрече, да, у вас должна была состояться встреча, какое-то вот деловое общение, либо любовное общение, свидание, возможно, вы столкнетесь с такой ситуацией, что эта встреча будет перенесена, либо как-то сдвинута по срокам. Переживать не стоит, расстраиваться не стоит. Знайте, что так сложились обстоятельства. Да? Человек сделал самое лучшее, что мог. Да? То есть
не виноват он в том, что так произошло. И это не потому, что не желает с вами там встречаться, общаться. Сложились так обстоятельства, судьба вмешалась. Да? У человека сейчас очень важный вопрос будет решаться с его какой-то вот личной жизнью, вот в плане там, не знаю, родительская семья, может быть там бывшая какая-то, дети. И он будет поглощен там. И не до любви, да, не до любви, либо не до деловых каких-то общений. Поэтому не переживайте, не форсируйте события, перенеслось. Используйте это время себе во благо. Либо подготовьтесь к новой встрече, да, если это делового характера, либо займитесь собой, да, своим каким-то улучшением, если это касается личного характера. Походы по государственным учреждениям, либо каким-то, вот знаете, вышестоящим, например, людям, да, управленцам. Может быть, вы куда-то пойдете к депутату, да, с каким-то обращением, там, к губернатору, в суд, может быть, пойдете, да, вот в такие правовые, силовые структуры. Знаете, что вас там встретят по справедливости. То есть к вам будут расположен человек, например, с кем вы будете вести диалог, с кем вы будете общаться. Но не ждите каких-то быстрых действий, не ждите быстрых реакций на ваши просьбы. Скорее всего, столкнетесь либо с бюрократией какой-то затяжной, либо где-то кого-то нету, кто-то отсутствует, надо подождать, надо прийти, там, например, следующим разом. Но опять же таки, да, вот время такое не на действие скорее, а больше на умственную деятельность, на то, чтобы строить планы, на то, чтобы, может быть, проработать какие-то свои прошлые события, ситуации, даже ошибки. Пользуйтесь тем, что вы сможете немножечко продохнуть и выдохнуть. Не надо спешить. Вот спешка вам вообще противопоказана. И еще очень важный момент для тех, кто хотел бы в отношении, вот кому нравится мужчина, да, либо женщина нравится. Человек от вас отвернутый идет. Это не потому, что что-то вот прям не нравитесь вы совершенно, либо не обращают внимания. У человека сейчас другие задачи. Перед человеком другие возможности, может быть, открываются. Может быть, какая-то перспектива нарисовалась. Может быть, человек ушел в какое-то дело, да, с головой. И он просто ничего не замечает. И опять же таки, да, вы нравитесь этому человеку, бесспорно нравитесь, симпатия есть, но человек не готов. Вот в сегодняшнем дне, вот в ближайшие дни, не готов развивать отношения, не готов там встречаться, общаться. То есть какая-то стопроцентная занятость идет. Поэтому не списывайте на свой счет, ни в коем случае себя не критикуйте и не вините себя ни в чем. Знайте, что эта ситуация такая. Вам вообще вот эти ближайшие дни лучше провести в каком-то релаксе, в расслаблении, постараться вот поменьше совершать действий и больше, например, мыслительного процесса. И я вас уверяю, пройдут эти несколько дней, пролетят мгновенно, и вы опять будете на коне. Но вы будете с новыми силами, с новыми возможностями, с новыми какими-то хорошими идеями, планами и задумками. И все будет замечательно. На этом, мои дорогие, все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.